Алло, Добрый день, добрый. Мадина Мкановна. Я отвлекаю вас от работы, все понимаю, но скажите, пожалуйста, вот насколько ситуация в госпитале изменилась в сторону ухудшения? Ситуация в госпитале в худшую сторону изменилась в том отношении, что больные очень много поступают, тяжелых больных, с выраженной дыхательной недостаточностью. Больные поступают с низкой сатурацией. Ежеминутно они нуждаются в помощи. Очень тяжело, и сотрудников, к сожалению, мало становится, потому что наши сотрудники, медики тоже заболевают. То есть они в бою, те, которые здоровые, они в бою. А тот, который вышел из строя, ему нужно время для того, чтобы восстановиться и опять встать в строй. К сожалению, наше население не понимает, с какой серьезной проблемой мы столкнулись. Люди пренебрегают всеми правилами защиты. Есть такое понятие. Это банальный какой-то грипп. К сожалению, не банальный грипп. Это тяжелая вирусная инфекция, которая несет большие тяжелые осложнения в виде дыхательной недостаточности, в виде обострения всех сопутствующих заболеваний. Я хочу, чтобы наше население понимало, если весь мир с этим борется, что мы не стали исключением. Сколько реанимационных коек у вас? И сколько реально сегодня вы вынуждены в реанимации лечить людей? Какое количество пациентов? У нас реанимационных коек в реанимации на 12 коек. Вот на 12 койках у нас лежат 22 тяжело больных. Вы представляете, да, какая нагрузка? Есть больные в других медицинских учреждениях, которые тоже нуждаются в реанимации, но, к великому сожалению, у нас им приходится находиться в тех медицинских учреждениях, их перенаправить к нам не могут. Вот сегодня я с утра занималась проблемой одной больной, очень тяжелой, коронавирусной больной, вот из-за Айтара. Я даже надеялась на то, что мы сможем перевести ее в ваш госпиталь, вот как-то вот последнюю надежду, вот как-то мы имели, но из-за того, что вы сейчас говорите, я поняла, что в принципе некуда ее переводить. К сожалению, даже вот у нас в реанимации поступают больные, чтобы им обеспечить, даже мы бывает подставляем кушетки. Но больной не должен в реанимационном отделении лежать на кушетке. Но из-за безвыходной ситуации они у нас лежат на кушетке. В одной палате, где должны лежать 2 больных, лежат у нас 5 больных. Скажите, вот как вы думаете, почему вот ситуация так изменилась? Все-таки изменилась, потому что наше население не понимает. Она пренебрегает всеми предупреждениями эпидемиологов. Они пренебрегают предупреждением врачей. Мы неоднократно трубим, мы неоднократно это говорим, но нас никто слышать не хочет, нас не слышат. Я не знаю, честно говоря, наше телевидение тоже постоянно мы занимаемся этим вопросом. Не могу понять наших людей, что должно произойти, чтобы до нашего сознания дошло. У нас, к сожалению, есть старшее поколение. Я понимаю, молодежь, если заболеет, она может это как-то на ногах перенести. Но молодежь, она заражается старших, кстати говоря. Она заражает, но эта молодежь же приносит в семью, где есть старшее поколение. У них же есть мамы, папы, у которых там и гипертоническая болезнь, и стенокардия, у которых есть сахарный диабет. Почему они об этом не думают? И получается, что больные-то поступают, медики как проклятые, не видя белый свет, они находятся на передовой. Государство, естественно, она не резиновая. Государство и наш Минздрав, и наши высокопоставленные люди неустанно говорят о том, что нужно соблюдать все меры предосторожности. Но несмотря на это, народ как ходил на свадьбы, на поминки, как ходил на дни рождения, как ходил, так и ходит.
И они пренебрегают, они не считают нужным нас услышать. Вы знаете, очень тяжело эмоционально и психологически наблюдать за пациентами, которые задыхаются, которые кричат: кислород, воздух, не хватает воздуха. Мы бегаем и от одного больного к другому, от второго к третьему, и вот так круглые сутки. Бывают даже девочки-медсестры у нас не выдерживают, начинают рыдать. Ему плохо, ну что нам сделать? Я говорю: так, девочки, успокоились, мы должны быть всегда рядом, но не надо эмоций, не надо рыдать, надо быть в бою. Я понимаю, молодежь, молоденькие медсестры, они хотят помочь, они хотят все сделать для того, чтобы больной без внимания не остался. И тем самым они потом начинают переживать и рыдать. Впереди у нас Новый год. Да, конечно, великий праздник. Дай Бог, чтобы Новый год нам принес много радости, много удачи, чтобы вот эта вся зараза отошла на задний план. Но какие могут быть увеселительные, какие могут быть корпоративные мероприятия, когда такая беда в стране? Но мы же не стали исключением. Пусть посмотрят в интернете, что происходит в других странах. Пусть послушают немножко телевизор. Нас, врачей, наконец-то услышат. Мы тоже хотим дома находиться со своими детьми, со своими родителями. Но, к сожалению, мы сегодня домой попасть не можем. Я вот, например, 4 месяца своих детей не видела. Я живу в этой больнице. И как бросить, например, пациентов? Ну как бросить, когда они на тебя смотрят и на тебя смотрят как на Бога? Как их бросить? Мадина, скажите, вот другие медики, которые изначально как-то не были в этом задействованы, все задействованы, все задействованы. Кто-то вот в стационар, у нас же все-таки экстренные ситуации, они тоже не отошли на задний план. ДТП на ДТП, операции. Ребята все, кто-то там в Сухуми трудится, кто-то здесь, кто-то болеет, поправляет свое здоровье. То есть все медики где-то на своем поприще, они все задействованы. Кто-то в поликлинике, еще другие заболевания тоже никто не отменял, правильно? Да, конечно. Я всем хочу медикам пожелать терпения, сил и, самое главное, крепкого здоровья. А те, которые заболели на рабочих местах, я им хочу, чтобы они поскорее выздоровели и встали в строй. Спасибо, Мадина Мкановна, большое. Я так понимаю, что на самом деле от нас самих, от граждан зависит все, и если не все, от то... Самосознания, от самосознания наших граждан. Не надо считать, что меня это пронесет. Дай Бог, чтобы пронесло, дай Бог. Не надо испытывать судьбу, надо услышать специалистов. Надо услышать медиков. Спасибо вам большое, но я со своей стороны хочу сказать, что если не хватает самосознания, то должны включаться другие механизмы. Или тогда нужно, наверное, и силовые структуры. Если человек не понимает, вот надо применять жесткие карантины, как в других странах. Я уже не знаю, как вот донести до нашего населения, потому что, наверное, если они не верят в это, пожалуйста, пусть придут и рядом с нами встанут и увидят собственными глазами, что здесь происходит. Может, это как-то до них дойдет. Да, вы меня опередили, на самом деле я наблюдаю за тем, что творится во всем мире, и сейчас вот в предновогодние дни уже вот в принципе принимаются очень жесткие меры, жесткий локдаун настоящий, и в европейских странах в том числе, и поэтому мы тоже не должны быть исключением, и мне кажется, что вот на этот период времени, пока праздники, нам надо тоже ужесточить, наверное, режим ограничительных мер, другого выхода нет. На самосознание уповать, мне кажется, уже вот может быть даже поздно. Вы знаете, как сказать, совершенно верно. Если самосознания у человека не хватает, если она отсутствует, значит для него нужно донести в жесткой форме. Да. Потому что нам нужно сохраниться. У нас нету людей, кем мы могли бы пренебрегать. Каждый больной для нас дорог. За каждого больного, я хочу, чтобы наше население понимало, идет здесь жесточайший бой, как на поле битвы. Если кто-то в это не верит, пожалуйста, мы открыты, станьте рядом с нами и собственными глазами убедитесь, как поступают больные, как они задыхаются, как они нуждаются в кислороде,
как они переносят эту болезнь. Мы смотрим сводки, вот, и с ужасом смотрим как раз-таки на летальные случаи, но к этой позиции, к этой ситуации привыкать ни в коем случае нельзя. К сожалению, у нас вот есть крайне тяжелые больные, которые имеют минимальные шансы на выживание. Наблюдать это очень сложно и больно. Заведомо понимая, что больной у тебя уходит. К сожалению, это ад. Здесь ад. И знаете, как я вот смотрю на наших молодых ребят, которые здесь, а вот кислороды, как они бегают между палатами, как они эти кислородные баллоны тащат, чтобы облегчить подачу кислорода больному, который поступает, как они переживают. Если кто-то в это не верит, пусть рядом с ними встанет. И увидит, что здесь происходит. Ладно, ты не веришь в эту болезнь, но своим собственным глазам ты, наверное, веришь. Может, что должно произойти, чтобы мы поняли, с какой проблемой мы столкнулись. Спасибо большое. Я бы не хотела, чтобы весь наш народ прошел через красную зону. Не хотелось бы, конечно, но понять просто вот как-то вот со своим сознанием, просто головой, мозгами и так далее, что это тяжелейшая ситуация. Надо, конечно, всем. Терпения вам, выдержки, и вам, конечно, здоровья в первую очередь. Вот, надеюсь, что мы сможем вас еще и всех ваших коллег поздравить с Новым годом. Это вот впереди. Мы это сделаем, конечно, через экран. И знаете, что мы на самом деле гордимся вашим самоотверженным таким трудом. Вы показали, что значит настоящие доктора, настоящие врачи, медики. Очень сильно изменилось отношение к вам, вообще, думаю, в обществе. Мы вас очень уважаем, ценим, любим и гордимся. Спасибо.